الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который един, и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сказал Абу Дауд ас-Сиджистани Сулейман ибн Аш'ат, рахимахуллах, в своем сборнике хадисов Китабу Тахара, книга очищения, глава 29, Бабун ас-Сиваку мин аль-фитрати. Сивак, чистка зубов, мин аль-фитрати, является фитра, естественное действие, то есть или сунна пророков, как врожденное качество человека, как будет далее сказано. То есть сивак – одна из сун, одна из вещей, которые входят в фитру. То есть фитра – то, что естественное, как говорят, природное или врожденное качество, вещь, которые человек выполняет постоянно, и выполняют все пророки. Среди этих вещей чистка зубов, то есть, или же сивак, да, сама палочка, или же процесс чистки зубов. Каля, сказал Абу Дауд, рахимахуллах, хаддатана Яхья ибн Ма'ин, нам рассказал Яхья ибн Ма'ин, рахимахуллах, фика, то есть передачи достойной доверия, то есть хафиз, значит, знаток хадисов, известный ученый, имам аль-Джархи ва Та'диль, ученый в науке о хадисах, то есть Джарх и Та'диль. Джарх — это как нанесение раны, дословно, то есть опровергание человека, нахождение каких-либо недостатков, чтобы проверить человека. Та'диль, читать его, то есть хвалить. Хвалить. То есть таких ученых было не так много, которые разбирались в передаче хадисов очень сильно и очень хорошо. И его отец Ма'ин, который был сборщиком налогов, да, хараджа по-современному, в городе Рей, Ар-Рай, оставил своему сыну альфа дирхамин, то есть тысячу дирхамов, по-нашему миллион дирхамов, и еще 50 тысяч дирхамов наследство. И Яхья все эти деньги потратил на изучение хадисов. Все деньги с отца ушли на знания. То есть 1 050 000 дирхамов он все потратил аль-хадис, то есть на изучение хадисов, то есть на знания полностью. Родился в 158 году по хиджре и умер в городе посланника Аллаха саллям в Медине в 233 году по хиджре в возрасте 77 лет. Каля хаддатана Ваки, нам рассказал Ваки ибн Джаррах, еще один известный большой ученый, عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة. Спорный передатчик, тот его считал сильным, тот считал его слабым передатчиком. عن طلق بن حبيب رحمه الله
то есть садук, как средний, скажем, передатчик, можно сказать. Ан ибн Зубейри, со слов Абдуллаха ибн Аз-Зубейра, рахимахуллах, ибн Ауама, то есть сын сподвижником, и то есть сам сподвижник, и Абдуллах ибн Зубейр — это первый ребенок, который родился в Медине у мухаджиров, у переселенцев. Первый ребенок, который родился у мухаджиров, которые переселились из Мекки в Медину, то есть его мать Асма, дочь Абу Бакра, радаллаху анхума, и она, то есть Асма, сделала хиджру, переселение, то есть уехала из Мекки в Медину, будучи беременной. И когда она приехала в Медину, то есть там родила Абдулла ибн Зубейра, своего сына. Это первый ребенок, родившийся в Медине у мекканцев, переселенцев, у мухаджиров. Абдулла ибн Зубейр, он себя объявил, то есть халифом после смерти Язид ибн Муавия, и он, то есть в Мекке, в Хиджазе, в Медине правил 9 лет, скажем, как оппозиционный халифат был, потому недовольны были уммиядами, и был убит Хаджаджем ибн Юсуфом во время правления Абдуль-Малик ибн Марвана в 73 году по хиджре. Ан Аишата, приводится слов Аиша радаллаху анха, потому что то есть мать Абдулла ибн Зубейра и Аиша сестры, родственные. Калят, Аиша радаллаху сказала, Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, Ашрун, 10 вещей миналь фитрати, то есть входят в фитру. Фитру, то есть, как сказали большинство ученых, входит в сунны пророков. Сунны пророков, а нам всем приказано следовать пророкам, и получается, если это сунна всех пророков до единого, то есть как будто это является такие вещи, которые, скажем, люди рождены с этими вещами. Они их выполняют, скажем, это является и выражение качества, которое мы выполняем, это еще и ислам, эти вещи он усиливает. Или же было сказано, что это сунна Ибрахима алейхиссалям, то есть это действия Ибрахима алейхиссалям, все, которые он выполнял, или же было сказано, что это врожденное качество человека, нормального человека, который с детства, когда с рождения эти вещи считает нормальными, их постоянно выполняет, их никогда не оставляет. Это, скажем, мнение, можно сказать, некоторые ученые считают более сильным. Также слово фитра означает религия. То есть слово фитратун, она может означать религия, как сказано в Коране, фитрат Аллахи лати фатара нас алейха, то есть как религия Аллаха, на которой Аллах создал людей. Поэтому слово фитра, скажем, имеет разные значения, скажем, как сунны, естественные вещи, которые каждый человек выполняет, и которые ислам, скажем, и религии пророков, эти вещи, они особо еще рассматривали. То есть 10 вещей входят в фитру, естественные действия человека. Кассу шариби, первый из них это, скажем, подстригание усов. Здесь сказано слово кассун, то есть резать, подстригать, а шариб усы, то есть то, что растет, скажем, то есть над верхней губой и между носом, то, что мы знаем, усы. Есть разные риваяты, где-то сказано джузу шавариб, тоже означает джазу, режьте, то есть срезайте. Есть ахфу шавариб, здесь уже ахфу означает, скажем, дословно переводится как сбривать. И анхику тоже получается, скажем, анхику означает как бы полностью уберите, то есть от них избавьтесь, от усов. Поэтому два риваята сказано резать, другие два риваята сказано убрать, то есть удалить полностью целиком. Это со слов посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому все указано на то, что человек должен стараться, чтобы, скажем, как можно сильнее удалять, как можно меньше усов. И сказал Мулла Али-Кари, рахимахуллах, цитируя слова Ибн Хаджара, рахимахуллах, то есть что здесь слово, то есть ахфу, что, как сбривать, потому что получается в одном сбривать резать, в другом сбривать. Противоречие получается между хадисами. Поэтому сказать тут, что то есть ихфа, то есть не имеется сбривать, то есть имеется сбривать все, что вот ниже, то, что на губе. Не выше, а то, что губу закрывает, это сбривать, убирать, удалять. А то, что выше, получается срезать. Потому что чтобы не попадало же в рот.
усы, чтобы не закрывали верхнюю губу, когда человек ел. Чтобы были на этом уровне, поэтому сбривание имеется в виду, сбривание, то есть поверх губы, получается, вверх, да, сбривать, а не полностью, целиком. Получается, два хадиса объединяются. Как сказал Ибн Хаджар, что сбривание является, то есть макрух, по его мнению. По мнению Ибн Хаджара, сбривание считается нежелательным. Нежелательным, а сказал Малик, что вообще сказал бидат, сбривать. Усы только укорачивать. То есть полностью сбривание, по мнению Малика, является новшеством в исламе, является бидатом. Также было сказано, что харам сбривать. Не хочу сказать, что это является запрещенным. Считаю, что это для этого мысля, что это считается, скажем, как обезображение человека. То есть некрасиво для мужчины, чтобы вообще был сбриты. Что-то там было немножко, да, хоть немножко. Также было сказано, что это является, то есть, сунной. Сунной, потому что, если, скажем, брать ихфа, сбривание. Поэтому, скажем, разные риваяты приводятся. И сказал имам Ат-Тахави, рахималлах, что я, говорит, не видел от слов от Шафи'и какого-либо указания, то есть прямого, что делать с усами, а то, что мы видели, говорит, ученики Шафи'и, как Музани и Рабир, они, говорит, сбривали. Сбривали, и, говорит, вероятно всего, они взяли у Шафи'и, то, что сбривать. И сказали Абу Ханифа и его ученики, что сбривание лучше, чем укорачивание. То есть в мазхабе Ханафи лучше сбривать и укорачивать. Оба дозволены, но сбривание оно лучше. Поэтому, как видите, хадисы разные, и то, и другое имеется, и имеется противоречивое. Одно сказать кас и джаз, то есть резать, другом ихфа и инхак, убирать, удалять полностью. Поэтому тот, сказали ученые, некоторые скажут, что человек сам выбирает. То есть то, и другое дозволено. Поэтому скажу Абу Ханифа, оба дозволены, но лучше так, чем так. Это говорит то, что и можно избривать, можно и укорачивать. Оба дозволены, оба разрешены в шариате, но, говорит, сбривание лучше, чем укорачивание. Поэтому, то есть, в любом случае, усы нужно, чтобы они не росли, не были длинными, скажем, то есть, там, получается, до корня практически их удалять. Это вот первое было, то есть, действие. Второе, уа'ифау лихьяти, оставление, то есть, не трогание аль-лихья, бороды. То есть, выращивание, то есть, оставить, чтобы она росла. Поэтому сказано ихфа, то есть тарк, ибка, то есть оставить, чтобы она, скажем, как есть, растет, ее не трогать. То есть от нее не избавляться, получается, ее не резать, ее не укорачивать. Укорачивать. И сказал Ибн Абидин Фиддур аль-Мухтар, что, скажем, дозволено выдергивать седые волосы, и дозволено, скажем, резать края бороды, и сунна ведь является, скажем, как размер кулака. То есть то, что, вот, скажем, сунна получается не больше, да, то есть потому что все, что больше, уже лишнее. Лишнее, это указывается, указал Мухаммад от Абу Ханифы, это мы в мнение мы берем, поэтому затем он сказал, что поэтому является запрещенным мужчине, скажем, резать, да, резать свою бороду, то есть полностью, да, удалять ее, то есть, или брить бороду, скажем, что-то является неподобающим действием. И также имеются, скажем, то есть, мнения ученых, чем является борода. То есть, у кого-то является, то есть, ваджим фарз, у кого-то является сунной. Поэтому от Абу Ханифы там оба риваята приводятся. Есть и ваджиб, есть и сунна приводится, оба риваята. Поэтому, то есть по риваяту, если это ваджиб, значит брит уже запрещено. Грех будет. По риваяту сунна, значит ничего страшного. Поэтому, но это является действие пророков. И пророк Мухаммад салям, то есть и все пророки были с бородами. То есть и в Коране приводится, что когда Муса вернулся к Харуну, он там его за бороду взял, сказал, не трогай меня за бороду. Но, с другой стороны, это же не самое основное действие в исламе. Поэтому, если есть ахамду, если нет, получается бороды, получается, то есть не скажем, что не будешь человека враждовать, да? Не будешь его считать каким-то, да, неправильным человеком вообще. Поэтому,
скажем, есть альхамдулилля. То есть нет, скажем, стараемся, чтобы у человека была борода, там, спорт, там, поэтому уже приводится ривайт, то, что, скажем, почему, то есть один кулак, да, то есть ширина, ширина ладони, скажем, да, то есть кабда, это потому что приводится со слов что Ибн Умар так делал в хаджи. То есть раз в году в хаджи, скажем, когда волосы брили там и бороду чуть подрезали. Да. Так приводится и Умар ибн Хаттаб, что он делал, так поступал. И есть некоторые хадисы, которые используют довод в масхабе Ханафи, что Мухаммад салям, скажем, брал отсюда и отсюда укорачивал. Но этот хадис является очень спорным. То есть многие ученые его назвали чуть ли не мауду, но ханафийские ученые его, скажем, некоторые приняли как довод. То, что вид чуть-чуть может, да, брать. Тем более, скажем, будет некрасивая борода, скажем, слишком будет такая, да, лохматая, там уже чуть-чуть, скажем, это все лишнее брать можно, не проблема. Поэтому вторая, то есть сунна фитра, действие, которое полагается мусульманину, это чтобы у него была борода. Третье, вассиваку, то есть чистка зубов. Об этом уже мы на прошлом уроке, да, уже говорилось, что является желательным действием чистить зубы, то есть, или же, как приводится во время омовения в некоторых хадисах, во время тахарата, или же перед намазом. И говорит, что в масхабе Ханафи считается, что перед намазом зубы не чистятся, только во время омовения совершается. И там так приводится, что когда человек просыпается, поспал, как сегодня хадис начала будет, или там приводится, когда человек во рту запах изменился, как делал Пророк Мухаммад, когда домой входил, и так далее, то есть где желательно является почистить зубы по возможности. Четвертое, валь истиншак бильмаи, это, скажем, промывание носа водой, то есть брать воду в нос. Это в основном во время омовения, во время тахарата, и в масхабе Ханафи это является, полоскать рот и промывать нос в омовении является сунной и является фарзом в гусле. То есть сказано, что у Шафия является сунной и там и здесь, а у Ахмада и Малика являются обязательными. То есть и там и здесь. Здесь спортом, но в гусле все считают, потому что практически в тахарате сунна или там фарз, есть разногласия. В любом случае это является действие, которое полагается делать, то есть, максимум желательное, то есть, минимум желательно, максимум обязательно во время омовения или во время гусля. Брать, то есть и рот, и нос полоскать. Окассуль адфари, то есть следующее, пятое, это постригание ногтей. То есть в принципе, то есть сунна является в любом порядке это делать. И как у нас было то, что Пророк Мухаммад любил начинать все с правой стороны, поэтому то есть справа налево является. И как сказано в Дуруль Мухтар, сказано в фильме Вахиб, сказал Хафиз ибн Хаджар рахимахуллах, является, то есть мустахабом, когда человек нуждается в этом. То есть когда человек хочет, когда нужно, когда ногти выросли, то есть он может в любое время их постригать, когда он захочет. То есть, получается, не привязан к какому-либо дню или какому-либо времени, и не приводит никакого достоверного хадиса, довода о том, как порядок обрезания ногтей, и также не приводится достоверного хадиса о дне. Какой из дней это делать желательно, со слов Пророка Мухаммада саллям. Но является желательным, скажем, нельзя оставлять более 40 дней. Получается, максимум 40 дней, уже потом, скажем, как и там многие вещи, которые на теле человека. Поэтому нет хадисов, где сказано какой-то день определенный это делать, что это обязательно. Нет какой-то порядок между пальцами рук. Хотя, то есть некоторые ученые, скажем, они сказали, что Пророк Мухаммад начинал с правой стороны. Они, исходя из этого, то есть сами извлекали, и приводится в книгах именно порядок, да, постригания ногтей, как здесь приводится, что сначала начинаем, говорит, то есть укладывать пальцы правой руки, потом говорит, то есть средний, безымянный, медведь, потом большой палец. Правой руки, а уже левая рука, получается, она начинается, скажем, с мизинца. То есть так, получается, просто, когда начали этого, это последний. Как приводится, это мнение тоже выбрал и имам Навави, то есть Шафии, поэтому эти мнения приводятся от ученых порядок между, когда они приводятся в хадисах, со слов Пророка Мухаммада саллям. Но ученые сказали, что начинал с правой стороны, исходя из этого, начались, когда второй палец, который, когда говорит шахад, так ведь, который показывает на шахаду, поэтому начали с него. То есть из-за этого. Поэтому здесь все, скажем, не хадисы, а мнение ученых, как начинать. Это
это приводится и в книгах Масаба Ханафи, и в книгах Масаба Шафии приводится одинаково. Поэтому, в принципе, как хочешь, можешь резать, а можешь резать так. В принципе, выполняешь так, скажем, вслед за ученым, так вслед за пророком Мухаммадом салям. Поэтому, в принципе, как сказал, не приводится конкретного хадиса, что зачалает палец, потом тот палец. Потом справа налево начинается, а ноги то же самое, да, получается, мизинца правой, то есть начинаем, с мизинца левой завершаем. Вот так, справа налево, скажем, если брать хадисы, то, что пророк Мухаммад начинал, любил начинать с правой стороны. Все благие, хорошие действия. Следующее, вагасль бараджами, мыть, скажем, получается, скажем, суставы, да, скажем, да, то есть места сгибов пальцев. Здесь вот, то есть мыть бараджами, это вот места, где вот суставы, где сгибаются, эти места, скажем, Мухаммад мыть отдельно. Сказал, это не касается омовения, это касается вообще, потому что где там грязь может собираться, так ведь обычно же, да, поэтому, как здесь сказано, актуль асаби, вот, где пальцы соединяются и где не сгибаются, суставы. И сюда можно отнести, скажем, все места, которые, скажем, грязь может собираться тогда, то есть, где грязь собирается, скажем, и удаление является сложным, да, потому что где-то уши бывают там, да, то есть где-то внутри ушей такие места, и, скажем, где-то, скажем, внутри носа, скажем, и так далее. Места, где грязь собирается и просто так не уходит, и она остается там, да, то есть там, внутрь, да, заходит. И это действие является сунной, и оно как бы не входит в омовение. Это отдельное действие, да, не связанное с тахаратом. Унатфаль ибты, следующее, это выдергивание волос под мышками. Используем слово натф, то есть дергать, выдергивать волосы, ибт под мышками, и, скажем, из этого хадиса можно понять, что, скажем, как будто брить нельзя. Можно понять, но было сказано, что, скажем, выдергивать волосы лучше тому, кто, скажем, может вытерпеть. То есть у кого терпение есть, так, да, то есть сможет там, да, то больше, да, вытерпит, ему лучше выдергивать. И, как сказал Дур Мухтар, что очищение тела, скажем, удалением, ну, очищать свое тело, удалением волос под мышками, и можно, говорит, брить, но, говорит, выдергивать лучше. Поэтому удалять является желательным действием. А вот как уже это уже, скажем, как человек вытерпит, да, как человек выдерживает, как человек это все вытерпливает. Вахалькуль анати, то есть следующее, получается, у нас как уже 7-8, да, 8 действие, это брить волосы на лобке. Волосы на лобке, скажем, ну, когда-то, получается, там, где аурат, да, аурат, то, что, скажем, выше полового органа. То есть там уже волосы сказано хальк, то есть брить. Некоторые варианты приводятся истиладис использование железа. Железо бреют, поэтому два там есть риваята. И 9, вантикасуль маи. Интикас, то есть истинджа водой. Конечно, интикас означает, то есть уменьшение. То есть интикас дословно переводится уменьшение, скажем, водой, да, то есть или воды. Имеется в виду истинджа. Получается, скажем, ну, скажем, удаление, то есть наджиса водой с места, скажем, совершения нужды. И как приводится в сборнике Сахih Муслим, что истинджа. То есть толкование интикас как истинджа водой после справления нужды. Также приводится риваят там интидах, там брызгать, да, то есть брызгать воду, скажем, то есть после справления нужды, после истинджа побрызгать немного воды, скажем, то есть даже после тахарата. То есть человек сходил, истинджа сделал, потом, когда проходит время, взял тахарат, туда там взял, побрызгал немножко туда, чтобы потом, если появится сомнение, скажет, что я сам побрызгал, да. Если там пока что-то капнуло, там человек скажет, что сам куда-то побрызгал. Поэтому это один из вариантов. Если слово интикас приводится там истинджа, то есть после своей нужды, смывания, и получается брызгать водой на одежду, половой орган, после омовения, чтобы не было сомнений у человека, чтобы человек спокойно уже ходил. Или, скажем, то, что, скажем, так сказать, то, что если человек моет водой, то как будто у него мочи меньше выходит. Даже такое приводится толкование от некоторых ученых. Хотя, как приводит, что истинджа, как сказал имам Навави, рахимахуллах. Вот 9 действий сунна фитра. Каля Закария, то есть передатчик, каля Мусабун, и сказал Мусаб, ванаситуль аша. Я, говорит, сказал Мусаб, я, говорит, забыл, да, то есть мне с головы вылетело 10-е. 9 причислил, 10-е, скажем, забыл, что было из них.
Илля антакуна мадмада, но, говорит, вероятно всего, что это, говорит, полоскание рта. То есть, по его мнению, скажем, 9 он помнил хорошо, 9 забыл. Поэтому сказал то, что, возможно, вероятнее всего, это является полоскание рта во время омовения. Омовение, хотя есть вероятность, что это является обрезанием. Обрезанием, как сказал Кады Аят, и как приводится в одном из риваятов хадиса в Сахих Муслиме. Здесь, конечно, будут что другие риваяты этого хадиса, поэтому там будет 10, даже больше будет. Поэтому то, что было сказано 10, это не говорит то, что их больше нет. Здесь 10. В других хадисах может быть другое количество. Поэтому, когда есть числа, не нужно на них внимание обращать большое сильное. Потому что это просто примерно количество, которое может быть и больше, если собрать все хадисы, все риваяты. То есть и следующий хадис, тот же хадис практически, но с другим риваятом, то есть другой риваят данного хадиса. Хаддаthана Муса ибн Исмаил, рассказал Муса ибн Исмаил, о Дауд ибн Шабиб, قال, они оба сказали, حدثنا حماد ابن سلمة или же ابن زيد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر, سلمة ибн Мухаммада ибн Аммар ибн Ясира, то есть внук Амар ибн Ясира, известный сподвижником. قال Муса عن أبيه, и сказал Муса, передатчик, со слов его отца. Окаля Дауд, сказал Дауд, от Амар ибн Ясир. Получается, там просто от отца или от деда. Да? То есть, получается, или же отца, или же от деда риваят. Но если от отца, то правильно, если от деда, то внук не видел деда своего никогда, поэтому не мог слышать. Отца еще мог слышать, да? А деда он не слышал, как сказано. То есть сын Амар ибн Ясира, радаллаху анху, известный, то есть сподвижник, его отец Ясир приехал в Мекку из Йемена и, как вступил в союз Абу Худейфа ибн Мугира, и тут отдал ему в жену свою бывшую рабыню Сумайя. У них родился сын, которого назвали Аммаром, и после этого Абу Худейфа его освободил, сделал свободным. Затем, когда посланник Аллаха начал призывать к исламу, то и Аммар, и его отец Ясир, и его мать, все они трое приняли ислам, но из-за того, что они были не мекканскими, то есть не курайш, а приезжими, поэтому им доставалось больше всего, потому что кто был курайшитами, им доставалось, но немножко. Кто был не курайшит, им больше всех доставалось. Рабам, кто приезжие были, потому что курайш своих не трогали почти, а чужих, потому что своих на них могли заступиться. А за этих некому было заступаться. Поэтому, то есть Аммар, его отец Ясир и Сумайя, им доставалось, поэтому, то есть их мучили, и Абу Джахль убил мать Аммара Сумайя, он считается первым шахидом в исламе, в Мекке. Затем и Ясир сам не выдержал пыток, умер. И затем Аммар переселился в Медину, участвовал в Бадре, во всех других битвах, во всех, где все, что возможно, он участвовал, там был. И приводится, скажем, как мутаватир, очень много цепочек, что Пророк Мухаммад сказал Аммару, что тебя, говорит, убьет, как несправедливая группа людей. И он участвовал, то есть был на стороне Али, битвы при Сиффине, и там как раз его убили. То есть Мухаммад, потому что Али был прав, та была несправедливая группа, противоположная. Группа была, то есть ему было в это время 73 года. 73 года, и там уже он был похоронен в Сиффине. Амар ибн Ясир, радаллаху анху, известный сподвижник. Анна Расулуллах саллаллаху сказал, что посланник Аллаха сказал, инна мина фитрати является, то есть из фитры, из естественных действий, из сун пророков, аль-мадмадата, полоскание рта, олистинчак и полоскание, то есть промывание носа. Потому что, здесь уже в этом хадисе выделено то, что в том хадисе. Потому что данный хадис приводится у Ахмада, что Мухаммад сказал, то есть из фитры являются полоскание рта, промывание носа, укорачивание усов, сивак, чистка зубов, подрезание, укорачивание ногтей, то есть мыть, скажем, суставы пальцы, брить волосы, то есть дергать волосы на
подмышками, то есть истихдад, то есть использование железа на лобке, брить волосы на лобке, оль ихтитан, то есть обрезание, здесь включено в этом риваяте, который не был там, да, обрезание. Оль интидах, это брызгание воды, скажем, после, тахарата уже, на полуорган, на одежду, чтобы для удаления сомнений. Фадакара, и потом перечислил, и он потом сказал, то есть то, что было до этого сказано, вот, он перечислил все то самое, получается, все эти действия, кроме, получается, да, кроме, вот ополоснения рта, которое там было забыто. Улям едку, но он, говорит, не упомянул, и афалихати, то есть, отращивание, опускание бороды, уазада, но он добавил вальхитан, обрезание. Получается, вместо бороды у него нет бороды, сказано обрезание. Он включил сюда. И хитан, скажем, потому что от слова, то есть хатана, обрезать, резать. То есть, то, что мы говорим, обрезание, то есть, сунна, да, сунна рту. То есть, по-арабски называется хитан. Корень его означает резать, отрезать. Отрезать, и имеется разногласие между учеными, чем является обрезание, то есть сунной или фарзом, да, сунной или ваджибом, и приводится от Шафи'и и многих ученых, что является ваджибом, то есть обязательным действием. А инда Малика и Абу Ханифы является сунной, то есть необязательным, как сказал Шаукани. И сказал Хафиз ибн Хаджар, толкование Сахих Бухари, что считали обрезание, то есть ваджиб, здесь имеется фарзом, обязательным действием. Это Аш-Шафи'и и большинство его учеников, последователей. Также это сказал Ата, рахимахуллах, даже сказал, что если примет ислам уже старый человек, и его ислам не будет полным, пока он не делает обрезание. То есть, по мнению Ата, то есть табиина, что если человек даже примет 70-80, да, все равно придется обязан сделать. Пока не сделает, он не мусульманин, по его мнению, по мнению Ата. А сказали Ахмад и некоторые маликиты, что является тоже обязательным. А у Абу Ханифа является ваджиб, но не фарз. Также есть мнение, что Абу Ханифа сунна. Поэтому у Абу Ханифа два ривайата. Или сунна, или же ваджиб. Обычно сунна. Так, у нас это осталось же суннат каутурту. Это суннат же. Поэтому спрашиваешь, какой хукм, да? Уже известно суннат каутурту. Уже значит сунна, уже видно, скажем, по названию, что это является необязательным. Поэтому, скажем, если разногласиями, потому что некоторые ученые сказали, что Малик сказал ваджиб, потому что намаз читает же, там может остаться наджис. Поэтому даже намаз может не приниматься, по мнению некоторых ученых. А другие, скажем, внимание обращали. Поэтому, желательно, скажем, человек, чтобы сделал, да, потому что чистота, это является, хотя, скажем, основным мнением асхаби Ханафи, что это не ваджиб, а сунна, но все равно, скажем, нужно стараться, скажем, всем делать, да, скажем, обрезание, скажем, и когда мы учились в мадрасе, там даже кому было 35 лет делали, не молодые, понятно, что там кому 20 лет, да, и моложе. Даже кому 35 лет, там приезжали в мадрасе, не было, скажем, все, иди делали обрезание, скажем, то есть ему было по 30 и больше лет, да. Каля, и также сказал, валь интидах, и валям едхур, и не помянул, интикаш аль-ма, то есть истинджа. Здесь интидах, брызгать воду, а не истинджа. Получается, вот два слова, да, когда они оба, получается, используют воду, просто в одном случае смывать, в другом случае просто брызгать воду. Получается, заливать тот самый же хадис, но, получается, две вещи, да. Вместо бороды здесь обрезание, вместо там истинджа здесь интикас. Вместо истинджа здесь интидах. Получается, просто брызгание воды на половой орган. Получается, было 10, стало 12. Если два хадиса объединяем, получается 12 действий, все вместе, не 10. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, варуя нахваху ан ибн Аббас. И подобно приводится со слов Ибн Аббаса, радаллаху анху, Ибн Аббас, радаллаху анху. То есть это приводится, скажем, в сборнике Ибн Абд-Раззак, приводится у Табари в Тафсире, это приводит Ибн Кафир, рахимахуллах, в своем Тафсире, что сказал Ибн Аббас, что в толковании, то есть в тафсире аята в суре Бакара, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. И вот Ибрахим, вот твой Господь испытал Ибрахима словами, фатимахун, и он их выполнил до конца полностью. То есть и сказал Ибн Аббас, что Аллах испытал Ибрахима, то есть очищением, чистотой.
5 из них касается головы, 5 касается тела. То есть 5 на голове, 5 касается всего остального тела. Потому что если то, что касается, это Бакара, 124 аят. То, что было на голове, это у нас, скажем, усы, полоскание рта, носа, сиваком и волосы расчесывать. То, что не упоминается. Что касается тела, это же постригание ногтей, скажем, брить на лобке, обрезание, выдергивать волосы под мышками и, скажем, истинджа. Поэтому, скажем, это вот тафсир Ибн Аббаса, там у него еще расчесывание волос добавляется, того, что здесь не было. Вакаля, то есть и сказал, говорит, Ибн Аббас, хамсун, 5 вещей, куллюха фирраси, все они, говорит, касаются головы. Вадакара фиха аль-фарка, и там упоминает, скажем, расчесывание волос, валям ядкур и афалихати, и не упоминает бороду. То есть Ибн Аббас, в голове, скажем, получается, вместо бороды у него расчесывание головы, волос на голове, а бороду он не помянул в этом риваяте. Каля Абу Дауд, и сказал Абу Дауд, варуя нахву хадиси Хаммадин, то есть и приводится подобный хадис Хаммада, ан Талка ибн Хабиба, со слов Талка ибн Хабиба и Муджахида, и также от слов Бакр ибн Абдуллахи аль-Музани. Здесь он приводит, то есть разные варианты данного хадиса, каулюхум, их слова, валям искру, но они, говорит, не упомянули все, яхфалихати, отращивание бороды. То есть все приводится у них, кроме бороды. Также. Это просто, Абу Дауд приводит разные риваяты данного хадиса, то есть здесь упоминается, да, то есть у кого что есть, у кого что нет. Поэтому собрал и сравнивает хадис. Получается, сравнение хадисов, что есть, у кого что есть, у кого что нет. Так получается. Если была в таблице, таблица, когда у кого что есть, кто привел, там было видно, да, наглядно. Здесь выходит то, что немного нужно сидеть, думать. Но факт, что эти те самые действия, просто где-то плюс, где-то минус, да. Там получается 12-13 вещей, если всех объединить в общую событиях. Все вместе. Все эти риваяты. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم, то есть и приводится в хадисе Мухаммада ибн Абдулла ибн Аби Марьяма, ан Аби Салама, со слов Абу Салама, ан Аби Хурайра, со слов Абу Хурайры, ан Наби саллаллаху со слов Пророка Мухаммада саллаллаху, и в нем сказано «Ваяфаулихати», у него есть уже борода. Получается, вот борода, она вот так, у кого-то есть, у кого-то нет. Хадис один тот же, но где-то плюс, где-то минус. В этом проблема. «Уан Ибрахим ан-Нахари митнаху», и приводится слов Ибрахим ан-Нахари таби'ина, подобно этому. «Вазакара», но он, говорит, упомянул «Яфалихати», отращивание бороды, «Валь-хитана», и упомянул обрезание у него. Получается, то, что нет у него есть. У него все это приводится, это действие. Это все, это книга хадисов сборник, поэтому там, то есть он приводит и хадисы, еще приводит разницу между хадисами. Поэтому все-таки, наверное, было удобно, если будет хадис, там какие вещи есть. У кого еще нету, где плюс, где минус стоит, да. Так можно понять будет, если таблица будет перед глазами. Значит, это вот 10 вещей, 12-13 вещей, да, которые являются естественными суннами, которые вещи каждый мусульманин обязан выполнять. Эти вещи, исключать там, где есть некоторые разногласия, потому что вы говорили про усы тогда, по-моему, да, то есть арест или брит, да, там про бороду был там больше-меньше, да, и так далее. Все остальные вещи, они, в принципе, там обрезание чем является, да, там только хуком, да, отличается. А также эти вещи они являются естественными, то есть фитра, то есть сунной. Есть, получается, сунна пророков. Сунна пророков не говорит, что это сунна, там, да, эти вещи фарз могут быть, и ваджиб могут быть сунны быть. Поэтому это получается, когда естественные вещи, которые мусульмане выполняют постоянно, их выполняют все пророки, они могут быть и сунны, и фарзом. Поэтому говорит, что все не сунны, да, что все желательные действия. Получается, сунна пророков является как закон пророков. Естественная вещь, закон от пророков пришел. Потому что когда, к примеру, то есть, в Тафсире Ибн Кафире приводится аят 158, там про Сафа Марва приводится толкование Аиша радхиаллаху анха, потому что там ее племянник Аурва аят неправильно понял, она им объясняет понимание данного аята, и она приводит то, что, то есть Аллах сказал в Коране, что Сафа Марва является, местами обрядов поклонения, и то, что потом, говорит, Пророк Мухаммад сенна, сделал сунной для вас. Но Сафа Марва, то есть саи в хаджи, они у мусульман являются рукан, то есть фарс, а в масхабе Ханафи является, ваджиб.
получается здесь Мухаммад сенна, получается, узаконил, предписал, а не сделал сунной желательным. Поэтому, когда говорит сунна, всегда означает, сунна пророка, это может быть шариат пророка, то есть его религия. И там и фарзы сейчас входят они. Это не сунна, которую мы имеем в виду по фикху, да, когда действие желательное. Сделал награда, не сделает греха. Поэтому термины иногда человек путает термины, и потом у него возникает в голове путаница. Следующая глава, Бабун, 30 глава, Бабу сиваки лиман кама биллейли. Глава о сивак, чистке зубов, тому, кто проснулся ночью, то есть поспал и проснулся ночью ото сна. Это значит, что это здесь является желательным, кто спал ночью и проснулся, ему является желательным почистить зубы. То есть и нет разницы, он встал на намаз или же, когда он встал просто в туалет, скажем, да, сходил, к примеру, потому что когда человек поспал, у него уже во рту запах меняется. Так, это естественная вещь, все мы это знаем. Но некоторые приводят то, что в некоторых риваятах приводится, что Мухаммад саллям вставал, когда вставал на тахаджуд, чистил зубы. То есть на намаз вставал. По некоторым риваятам, которые иншаллах будут упомянуты далее. Сказал Абу Дауд, рахимахуллах, хаддасана, нам рассказал Мухаммад ибн Кафир, рахимахуллах, قال حدثنا سفيان ибн Саид ибн Масрук ат-Thawri, известный ученый, عن Мансур ибн Му'тамир ва Хусейн, двоюродный брат Мансура ибн Му'тамира, принимаем этот передатчик, عن Аби Ваиль, Шакир ибн Салама, عن Хузейфата ибн Яман, сподвижник, радаллаху анху, قال, сказал, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, кана, то есть часто, да, много указывает глагол кана, то есть это было, кана идha кама мин аль-лейли, что если он вставал ночью, то есть просыпался ночью, яшусу фаху бис-сивак, он, когда проводил мисваком, скажем, во рту, то есть чистил зубы мисваком, яшусу проводил, то есть мисваком по зубам, то есть чистил зубы. Хадис приводится в Бухари, Муслиме и других сборниках. Данный хадис, что, скажем, то есть вот так чистил, сейчас, получается, скажем, в ширину чистил зубы, когда просыпался. Также было сказано, что мыл зубы, то есть мыл рот, если это риваят. Также было то, что он чистил зубы. То есть и у Муслима, это в этом хадисе сказано, то есть продолжение, когда вставал на тахаджуд. Когда просыпался ночью, вставал на тахаджуд, читать намаз, он чистил зубы мисваком. Получается, получается, только когда он вставал на тахаджуд. То есть не просто, когда, то есть, сходить в туалет, к примеру. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, рассказал Муса бин Исмаиль. قال حدثنا حماد ибн Салама. قال حدثنا, рассказал Бахз ибн Хаким, Бахз ибн Хаким, عن زرارة ибн Ауфа, рахимахумуллах, عن Саад ибн Хишам, со слов Саада ибн Хишама, عن عائشة, со слов Аиши, радаллаху анха, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع له وضوءه وسواكه, что посланник Аллаха ему уже ставили, ему готовили, то есть с вечера, то есть перед сном, уже приготовили, то есть его семья уже готовили воду для омовения и его мисвак. То есть, ложа спать, то есть Мухаммад просыпался, все уже готово. Вода мисвак все лежал на своем месте, не надо было искать ходить. То есть ему ставили, его семья готовила все, что ему необходимо с вечера, то есть перед сном. То есть воду, то есть вода для тахарата и сивак, его мисвак. فَإِذَا قَوْمَ مِنَ اللَّيْلِ, и когда он просыпался ночью, тахалля, то есть сначала справлял нужду, ثم затем истека, чистил зубы. Просыпался потом, то есть справлял нужду, потом возвращался и чистил зубы. Как сказано в данном риваяте. Поэтому, скажем, выходит, что он потом брал тахарат брал для намаза, потом выходит, что сходил в туалет, потом чистил зубы и брал тахарат. Получается, когда где-то было в районе омовения, вернее всего, по данному хадису. Третий хадис в этой главе, хаддасана Мухаммад ибн Кафир, то есть сказал Абу Дауд, нам рассказал Мухаммад ибн Кафир, то есть его ученик, его учитель Абу Дауда, то есть он здесь сейчас приводится, Мухаммад ибн Кафир, известный ученый. قال حدثنا حمام ибн Яхья, عن علي بن زيد, со слов Али ибн Зейда, عن умми Мухаммадин, со слов умми Мухаммад, жена Зейд ибн Джадана, то есть мама
Али ибн Зейда. Привез хадис от своей мамы. Ан Аишата, со слов Аиша радаллаху анха, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана ла яркуду мин аль-лейли, что Пророк Мухаммад саллям, если он спал ночью, уля-нахари, или спал днем, фаястайкиду, и просыпался, или, то есть просыпался, то он всегда ятасавваку кабля ан ятавадда, чистит зубы до того, как был тахарат. Если он спал, то есть, получается, когда он просыпался ночью или днем, он всегда чистит зубы перед омовением. И здесь, получается, вот, данный хадис, что делал постоянно. Делал постоянно, просыпаясь каждый раз. То есть ночью, понятно, это хадис есть. По слову днем, здесь как раз вот слово днем, некоторые ученые считают эту добавку в хадисе слабой. Все нормально, кроме вот слов дневной сон. Ночной сон, это хадис есть. Их много. Дневной сон, получается, вот единственный хадис, который приводится по данное действие. Поэтому, то есть в этом хадисе сказано, что Мухаммад саллям чистит зубы до омовения, да, получается. Зуб потом только тахарат. Это было, говорит, до омовения. Тогда то, что он чистит зубы, когда просыпался. И не сказано, то есть для чего, так ведь? Там не сказано, потахаджуд, или не сказано, то, ну, намаз и не намаз. Поэтому просто проснулся, чистит зубы перед омовением. И не сказано про намаз. Читал, не читал после этого. قال حدثنا محمد بن عيسى, сказал Абу Дауд, нам рассказал Мухаммад ибн Айса. قال حدثنا حشيم, нам рассказал Хушейм. قال أخبر أنبأنا, нам рассказал, сообщил Хусейн ибн Абдуррахман. عن حبيب بن أبي ثابت, со слов Хабиба ибн Аби Thабита, رحمه الله. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس, со слов Мухаммад ибн Али, внук Абдулла ибн Аббаса. То есть внук Абдулла ибн Аббаса, то есть Мухаммад, сын Абдулла ибн Аббаса Али, его внук Мухаммад. Ан Абихи, со слов своего отца Али, ан Джадихи, со слов деда. Получается, когда, то есть, когда внук от отца, то есть потом тут когда уже от деда. Абдулла ибн Аббасин, известный подвижник, Каля сказал: Битту лейлатан, я ночевал ночью, аня наби саллаллаху алейхи ва саллям, у пророка Мухаммада саллям. То есть Ибн Аббас, ну, когда он же еще был тогда парень молодой, и когда пророк Мухаммад умер, там, ему там было лет 14 примерно. Потому что он сам сказал, что когда я был близок к совершеннолетию, то есть к эхтилям, к полюции еще, когда еще не был совершеннолетним, и он ночевал в доме пророка Мухаммада саллям, то есть в одном из домов. А вернее всего в доме своей тети Маймуны. То есть жена посланника Маймуна бинт Харит была женой пророка Мухаммада, то есть ее племянник, и она ночевал в их доме. Там даже приводится из хадиса, что когда они спали так, а он спал, была подушка, то есть если пророк с женой спали так, и Аббас спал сбоку, да, этой подушки. То есть одна подушка была на троих, они спали. И сказал Ибн Аббас, что я ночевал в доме, посланника Аллаха саллям. Фалямма стайкада, когда он проснулся мин манамихи, то есть от сна, атта тахуруху, то есть подошел, то есть к воде, которая была приготовлена для омовения, фаахада сивакху, и взял, то есть свой сивак. То есть здесь понимают, что нет понятия, что как будто в воде был мисвак. То есть или рядом был, или внутри там был, да. Так можно понять. Фастака, и почистил этим мисваком зубы. Фума затем таля хайдр аят, прочитал слава Всевышнего Аллаха субхану тааля: инна фи халqi ас-самавати валь арды واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Это, скажем, аяты в конце суры Аль-Имран, семейства Имрана, то есть 190 и до конца. То есть поистине, инна фи халqi ас-самавати валь арды, поистине в сотворении небес и земли, واختلاف الليل والنهار, то есть и смене дня и ночи, لآيات, имеет знамение لأولي الألباب, для людей размышляющих. То есть он проснулся, почти зубы, потом он прочитал данный аят. То есть начиная отсюда, хатта караба ан яхтам суд, так что он был близок к завершению суры. Ау хатма, или дочитал суру. Это один из передатчиков, не Ибн Аббас там, да, а это кто-то там, кто передавал хадис, там, да, из них. Он забыл уже. Как будто Мухаммад начал это аята, дочитал или почти дочитал. Он не помнил. Потому что есть другие ривайты, где сказано то, что у Сахих Муслим сказано, что он дочитал суру до конца. Здесь сказано, то есть сомнение, а в Муслиме уже подтверждается, что Мухаммад читал 190 и до конца суры, вот, просыпаясь.
Thumma тавадда, затем он совершил омовение. Фаата мусаллаху, и пошел на место совершения намаза. Фассаля ракатини, и прочитал 2 раката намаз. Thumma раджа иля фирашихи фанама. Затем пошел, лег на кровать и уснул опять. Проснулся так, почти зубы, прочитал аяты, взял тахарат, прочитал 2 раката, пошел на свою постель, кровать, лег и уснул. Фанама маша Аллах, и спал, насколько позволяет Аллах, да, то есть какое-то время поспал он. Thumma стайка, затем проснулся. Фафаля митадарик, и сделал то самое же. Проснулся еще раз, опять почистил зубы, взял тахарат, почти зубы, прочитал аяты из Корана, вот сура Аль-Имран, взял тахарат, прочитал 2 раката. Thumma раджа иля фирашихи, потом опять спать лег. Получается, то есть 2 раката читал, спать ложился. То есть 1 раз сделал, спать лег. Проснулся опять, то же самое сделал, опять, получается, когда вернулся к своей постели, фанама, и уснул. Thumma затем истайка, опять проснулся, уже 3 раз, да, проснулся. Фафаля митадарик, и сделал то самое же, что делал до этого. То есть опять в том же порядке. Почистил зубы, прочитал аяты, взял тахарат, прочитал 2 раката намаза. Thumma раджа иля фирашихи, опять лег спать. То есть 3 раза просыпался, 3 раза читал по 2 раката, и опять лег спать. Thumma стайка, потом проснулся. Фафаля, и сделал митадарик, то самое же. Кулю далеки, и говорит, каждый раз чистил зубы. Так, каждый раз просыпался, чистил зубы, читал эти аяты, брал тахарат, читал 2 раката намаза, и опять ложился спать. Получается, сколько раз было? 4 раза было, да, получается, здесь, да? У нас. Оюсоля катени thumma. То есть, получается, делать так 4 раза. 4 раза просыпался, и 4 раза повторял, то есть, и каждый раз чистил зубы, и каждый раз читал 2 раката, затем, говорит, аутер, почитал намаз витр. Получается, у него было 8 ракатов. 8 потом почитал витр, и сказано в раяте муслима 3 раката. То есть, у муслима сказано, аутера почитал 3 раката намаз витр. Получается 11 ракатов за всю ночь. Просто когда все по отдельности, то есть их разделял сон, как сказано в данном риваяте. И сказал имам Науави, что данный риваят, он противоречит тем риваятам, где скажут, что Мухаммад читал намаз подряд тогда. То есть есть там 11 ракатов читал без сна между ними. То есть получается, есть и другие риваяты, тоже в Сахих Муслиме, что Мухаммад читал намаз, и получается намаз читал подряд, да, то есть подряд, не спал между ними. Там 11 ракатов совершал. Получается, когда эти хадисы, они друг другу противоречат. И как сказали ученые, Мухаммад сам делал по-разному, да, то есть по-разному, скажем, и так делал. То есть и то, другое достоверное. То есть Мухаммад сам иногда делал так, иногда делал так. Поэтому разные риваяты, разные истории. То есть, скажем, да, разные истории, которые были в разное время. Это не одна ночь была, это разные ночи. На деле было много таких, поэтому Мухаммад сам делал по-разному. Поэтому где-то он читал 13 ракатов подряд, где-то читал 11, да, то есть так разделяет, да. Где-то спал, где-то не спал между этими ракатами. Поэтому где-то было только 9, да, ракатов. 11, где-то было 13 ракатов. Поэтому, скажем, вот такой же хадис есть. Мухаммад поставится каждый раз, да, то есть вставал, чистил зубы ночью, потом уже брал тахарат, читал аяты, брал тахарат и читал намаз. Поэтому, скажем, и так дозволено. Читал, прочитал 2 раката, лег спать, потом проснулся, да, прочитал 2 раката. Может читать сразу намазы. И то, и другое является дозволенным. Коля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, Раваху ибн Фудель, то есть хадис привел также Ибн Фудель, Ан Хусейнин, Коля сказал, Фатасауака ва тавадда. Он почистил зубы, взял тахарат, и он потом прочитал. Инна фи халки самавати вал арди, то есть прочитал аяты суры Аль-Имран, хатта хатама суру, пока не читал до конца. Есть немного там другой вариант, да, это ривайат приводится в сборнике Муслима. Там получается сивак, тахарат, потом только аят читал. Получается, там же было у нас аят, а потом тахарат. А здесь получается наоборот. Получается, было и так, да, возможно было, то есть разные ривайаты приводятся. Если получается, если он читал без тахарата, значит, читать Коран, может читать Коран наизусть без тахарата, это указывает. А лучше читать тахарат. Лучше читать тахаратом, но дозволено читать и без тахарата. И там последний хадис в этой главе. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي, рассказал Ибрахим ибн Муса ар-Рази, рахимахуллах.
قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا مسعر, нам сказал Мисар ибн Кидам, عن المقدام بن شريح, со слов Микдама ибн Шурейха, عن أبيه, то есть со слов отца его, Шурейха, который был живой во время при жизни пророка Мухаммада салям, то есть, но он его не видел, был из последователей Али Даланху. Каля сказал, قلت لعائشة, я сказал Аише радаллаху анха, بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. С чего начинал посланник Аллаха, когда входил к себе домой? Какое первое действие делал пророк Мухаммад салям, когда заходил в свой дом? قالت Аиша бисивак, то есть он начал с чистки зубов. Первое, что делал пророк Мухаммад салям, заходя домой, он чистил зубы. Показывает, что мисвак, чистить зубы, можно всегда, да. То есть в любое время, когда дня и суток, можно его повторять. Хотя это хадис, у нас голова была же. Причем про ночью тогда, то есть мисвак ночью. Получается, это хадис, он не подходит в эту главу. Глава была чистка зубов, когда человек проснулся ночью, да, на намаз или не намаз. Это хадис, когда зашел домой. Он днем заходил же обычно, не ночью заходил, чаще всего. Поэтому данный хадис, он не входит, не подходит в эту главу. И, как я говорил, что Абу Дауд есть разные версии, сборника. Нет версии этого нет хадиса вообще. Этот хадис приводится во всех других главах. Не здесь, в другой главе приводится. Нет, это приводится здесь. Поэтому как будто его местами перепутали, как будто бы. То есть не там привели его. Поэтому, если хадис Абу Дауда, может быть, разные издания могут быть шли по-разному. Где-то есть, где-то нету. Где-то когда местами поменены бывают иногда. Поэтому данный хадис, он же относится к главе. Но что показывает, что когда возвращаешься домой к жене, к детям, что от тебя хорошо пахло, да, чтобы от тебя приятно пахло, когда мы не заходим запахом к своей семье. Поэтому на это хадис данный указывает. И на это у нас голова, то есть связана с иваком, чистка зубов, она завершилась. Дальше будет у нас голова, связанная уже с омовением. С омовением, иншаллах, уж на следующий понедельник. Иншаллах. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله أكبر الله